Добрый день, в эфире новости телеканала Тува-24, в студии Мадр Сандан. Начнем с экстренного сообщения. По прогнозам синоптиков, днем 6 и 7 июля местами по республике ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать местами 25 метров в секунду. Также прогнозируются очень сильные дожди, грозы, град. Жителям республики рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно детей, и отложить поездки на дальние расстояния. После Лухенского кажуна, исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык для личного ознакомления ситуацией и прямого диалога с народом побывал в Дзумхенчикском кажуне. Первым вопросом, с которым жители обратились к Владиславу Хавалыгу, стало подключение электричества к домам детей-сирот и Арбану Кирсарай. За полгода из-за отсутствия электричества в дома для детей-сирот никто не заселился. Объясняется это тем, что комплексная застройка из 44 жилых помещений, которые ведут разные подрядчики, находится достаточно далеко от основных линий электропередачи. К сожалению, за это время дома начали обворовывать, а кое-где появилась плесень, которую будут убирать те же подрядчики. По словам строителей, свою часть работы они выполнили и передали дома уже в декабре 2020 года. Средства, рассчитанные изначально в проектно-сметной документации, не покрывают полностью расходы на установку новых столбов к домам. По условиям контракта на подведение электричества к одному дому предусмотрено 54 тысячи рублей. Всего же на все дома потребуется 5 миллионов, из которых 2 миллиона оплатят подрядчики, 3 миллиона будут изыскиваться из республиканского бюджета. Линии электропередач не введены, так как мы уже оплатили свою часть, которую оплатили за то, что подключили, и со стороны ТВ-Энерго какие-то сложности, наверное, возникли, и поэтому до сегодняшнего дня не ввели. Почему плесень тут образовалась? Потому что дома строились в холодное время, а мы начали здесь строительство 20 октября, как точно я помню. И получается, смотрите, до декабря. В это время же у нас какие морозы. Это из-за того, что не проветривают, люди не живут. Со стороны сетевой организации ожидается, то есть ТВ-Энерго ожидают заявку на техприсоединение, да, то есть заявку подают Госстройзаказ и подрядчики. Предварительные же расчеты проведены для электрификации данных объектов. Всего 44, потребуется 5 миллионов рублей. Это плата за техприсоединение. По данным Минстроя, буквально сегодня-завтра должны подать заявку. Соответственно, заключается договор техприсоединения и начинается выполнение мероприятий по подведению линии электропередач к данным объектам. Без электричества около 10 лет живут люди в местечке Кирсарай, которое входит в состав городского поселения Чадана. Кирсарай находится в 14 километрах от города, а ближайшая линия электропередач в 6 километрах. Здесь когда-то был кирпичный завод, который обеспечивал стройматериалом всю республику. После закрытия предприятия электричество отключили за неуплату. По данным текущего года в Кирсарае проживает 130 человек. Социальных объектов, школы, садика, ФАПа нет. Я 21 год живу в местечке Кирсарай. Раньше было электричество, сейчас уже несколько лет как нет. Жители с детьми школьного возраста все переезжают в Чадану, оставляют дома пустующими. Они арендуют жилье, и сложности возникают с пропиской. Зимой особенно сложно, топить дома некому. Остаются в основном только скотоводы. Сотовой связи и интернета тоже нет. Дети во время пандемии учились онлайн. Поднимались в гору и прямо на горе, где есть интернет, слушали занятия. В Кирсарае проживают мои родители, а в основном там живут люди, занимающиеся скотоводством. Семьям с детьми сложно, потому что нет ни школ, ни садика. Все переезжают в Чадану. Электричества нет с 2009 года. Также жители Чаданы просят о предоставлении возможности заключать договоры на подключение электроэнергии не в Кызыле, а тут же в родном Чадане. Простому народу приходится ездить в Кызыл, чтобы заключить договор о подключении к электроэнергии. Для нас это затратно, потому что не всегда в один день все получается. Иногда по 2, по 3 раза ездить приходится. Просим сделать в МФЦ такую услугу, чтобы здесь могли заключать договоры.
На окраине Чадана по улице Советская, по словам горожан, электрические столбы сгнили, но их не меняют, ссылаясь на то, что столбы находятся внутри дворовых территорий частных домов. Я проживаю по улице Советская, дом 1. Там есть 3 дома – А, В и Д. Наши линии электропередач идут с улицы Чурмет-Дажи. Напряжение здесь очень слабое. Сгнившие столбы не хотят менять, ссылаясь на то, что они внутри моего двора. Но они уже были внутри двора, когда я купила дом. Подключить электричество к домам для детей-сирот обещают к августу. Электричество к Карбану-Кирсарай планирует подвести с Чаданского угольного разреза. На эти работы потребуется 5-6 миллионов рублей. Профильным ведомством при главы Тувы поручил изыскать средства на проведение этих работ. Айдана Холых, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува-24. Из-за подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции временно прекращена плановая деятельность ряда медучреждений республики. В целях недопущения распространения COVID-19 с 5 июля Ресбольница номер 1, городская поликлиника, республиканская детская больница, Барунхемчикский, Улухемский межкажунные медцентры, Тандинская, Пихемская и Кызылская ЦКБ прекращают профосмотры и диспансеризацию населения. Приостанавливается также плановый прием и госпитализация пациентов по всем профилям, за исключением пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными заболеваниями, бронхиальной астмой, а также пациентов, которым показана высокотехнологичная медицинская помощь. О том, какие еще вводятся ограничения для сбережения жизни и здоровья людей, расскажет Инна Клоян. Сегодня она побывала на правительственном брифинге, посвященном эпидситуации. На территории Республики Тыва в течение 3 недель наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Суточный прирост заболеваемости в Туве превышен по сравнению с российскими показателями в 2 раза. В целом за неделю зарегистрировано 632 случая. Наиболее поражаемая группа является от 30 до 59 лет. Затем группа 65+, и от 18 до 29 лет. На 2-м и на 3-м месте у нас идут население, неработающее население, пенсионеры и детский возраст до 17 лет. Это за счет вспышечной заболеваемости в лагере Байлак. На сегодняшний день необходимо сказать, что в связи с тем, что у нас коэффициент распространения РТ на территории нашей республики в течение уже 2 недель остается высоким, то есть более 0,8 на 2-м этапе рекомендуемая норма. У нас доходило до 2,2 РТ показатель, и сегодня он равен 1,4 за прошедшие сутки. За прошедшие сутки у нас зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных случаев. Это только по ковид. Отдельно у нас идет статистика и по обращаемости в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями. По поводу коечного фонда. В Туве на 6 июля развернуты дополнительные 1340 коек. 240 коек из них по кожунным звеньям. Пациенты начнут поступать на коечные места уже сегодня. В спорткомплексе имени Ивана Ерыгина все условия созданы. Подведен кислород, есть необходимое оборудование, лекарственные препараты. И все это в достаточном количестве, отмечает заместитель министра здравоохранения Марианна Колор. По поводу открытия госпиталя на базе Ерыгина, это госпиталь. Он предназначен для лечения больных со средней степенью тяжести без хронических заболеваний молодого возраста. И лекарственные препараты, все это в достаточном количестве. По поводу находящихся пациентов на лечении, на утро сегодня у нас находится на лечении 2913 человек, из них 863 в стационарах города Кызыла. И из них 151 человек в тяжелом состоянии и 27 пациентов на кислородотерапии, то есть на инвазивной, неинвазивной вентиляции легких. На амбулаторном лечении у нас находится 2050 человек, из них 500 с лишним детей, и также есть беременные женщины. Для того, чтобы качественно проводить наблюдение и лечение амбулаторных пациентов, с сегодняшнего дня с 8 утра начал функционировать амбулаторный ковид-центр, который активизировал свою работу, где также достаточное количество лекарства. В республике на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано почти 70 тысяч человек. Вакцинации в Туве подлежат
60% взрослого населения, а это 124 290 человек. Полный курс вакцинации прошли 52 тысячи. Вакцин в Республике Тыва в достаточном количестве. На сегодняшнее утро остаток вакцин – это Спутник Ви или Гамковид-2 у нас 14 тысяч. Все пункты вакцинации, которые мы открывали ранее, они у нас функционируют и работают. Мы приглашаем жителей нашей республики на эти пункты вакцинации. Кроме того, дополнительно начали функционировать еще 2 пункта вакцинации. Это пункт вакцинации в аэропорту. Вакцинируем прилетающих граждан нашей республики в торговом центре Гаруда на 1-м этаже. Ситуация серьезная. С 5 июля начали действовать определенные ограничения, связанные с запретом работы детских развлекательных центров, которые организовывают для детей и выездные мероприятия. Под запрет попали массовые мероприятия – общественно-политические, культурные, развлекательные. Также был введен запрет по заполняемости отдельных объектов – культуры, театра не более 50% заполняемости. Учитывая стремительный рост заболеваемости, с 5 июля внесены предложения правительства Республики Тыва о запрете до особого распоряжения правительства всех массовых мероприятий. А это значит, что свадьбы, дни рождения, семейные и различные торжества отменены. Эти меры направлены не против малого бизнеса. Это правильно надо понимать. Эти меры направлены для разобщения людей, временного разобщения, чтобы нам снизить, стабилизировать эпидситуацию. Потому что известно, что большая концентрация людей – это неконтролируемый процесс. Здесь легче переносится вирус от одного человека к другому передается. Поэтому эти меры направлены исключительно для того, чтобы прервать, обеспечить разрыв механизма передачи вируса. Оперативным штабом принято решение также на основании направленных предложений Роспотребнадзора Тувы, что в пансионатах на местах отдыха процент наполняемости должен быть не менее 25%, которые должны в обязательном порядке соблюдать все меры профилактики. Так как введены ограничения в общепитах, наполняемость зала должна составлять 50%. Но граждане, несмотря на сложную эпидобстановку в Туве, продолжали проводить массовые мероприятия с большим количеством людей. Это и является большим риском прироста заболеваемости. Мы проводим рейдовые мероприятия совместно с муниципалитетами, совместно с Министерством общественной безопасности, Министерством внутренних дел. Ежедневно проводятся рейды и по всем организациям, которые предоставляют данные услуги, крупные наши банкетные залы, по ним проводится информационно-разъяснительная работа. Есть отдельные предприниматели, которые не соблюдают, с ними проводится работа. Не хотелось бы, чтобы доходило до протоколов, до составления протоколов об административном правонарушении, потому что там сумма штрафа высокая. Малый бизнес тоже попал под условия. Проводятся рейды и по развлекательным комплексам, даже те, которые находятся на улице. Это детские батуты. Те предприниматели, которые понимают о необходимости ограничений, переставали работать. Но есть те, которые продолжали, несмотря на запрет. Наша задача сейчас по максимуму вакцинировать работников субъектов малого и среднего предпринимательства. И в данный момент у нас составляет 33% от общего количества работников субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания, бытового обслуживания, торговые точки. 67% осталось еще вакцинировать. В идеале было бы, чтобы все 100% были вакцинированы. Но с учетом того, что медотводы есть, те, кто-то болел, имеет антитела, все равно 100% пока что наш целевой ориентир. Планируется создание чистых бесковидных зон, и туда будут пропускать только тех, кто вакцинировался, либо кто имеет справку о наличии антителах. Касается это и самих работников. Данные меры нам позволят, в принципе, с одной стороны, соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, с другой стороны, позволит людям все-таки тоже отдыхать, питаться, как и раньше. Да? Надеюсь, что чем быстрее все провакцинируются, тем лучше будет, в принципе, и для бизнеса, и для населения. Не стоит забывать, что для вашей безопасности необходимо пройти полный курс вакцинации. С 1 января зарегистрировано 2461 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. По информации Минздрава Тувы, с 1 января умерло 35 человек от COVID-19. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.
В Туве Пихемский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летней жительницы Чахольского района, которая признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробнее в материале Сайгана Бирбю. Все началось в июле 2019 года, когда жительница Тувы, находясь в Красноярске, познакомилась с мужчиной, который предложил ей организовать наркобизнес. Она должна была закупать в республике наркотики для последующей реализации в Красноярском крае. Женщина вовлекла в преступную деятельность свою односельчанку, которую привлекла возможность легкого заработка. В ходе расследования уголовного дела следователям было установлено, что в период с августа по сентябрь 2019 года фигурантка изготовила на территории Чахольского района 165 спрессованных фрагментов гашиша и спрятала их в тайнике для последующей реализации. В феврале 2020 года из Красноярска запросили товар. Вскрыв тайник, подельница наркодилера добавила к имеющимся 50 фрагментам гашиша свои 28. В этот же день обе женщины отправились в Красноярск на междугороднем пассажирском автобусе, но были задержаны оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Всего у задержанных было изъято 78 так называемых коробков гашиша общим весом более 217 граммов. Суд, изучив материал уголовного дела, признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы и второй участницы находится на рассмотрении в Пихемском районном суде. Сайгын Бирбю, Мирана Иргит, Тува-24. До появления в нашей стране электросамокатов не было проблем с их квалификацией по правилам движения. Однако с их популяризацией возросло и количество ДТП. В Кызыле 3 несовершеннолетних пострадали, катаясь на электросамокатах. Подробнее в следующем материале. По городу Кызылу наиболее крупные пункты проката находятся в районе Центразии и в Молодежном сквере. Только на них около 30 электросамокатов, и такое количество создает немало проблем. Эти молодые люди едут на электросамокатах по проезжей части со скоростью, явно превышающую допустимую. Обгоняют прохожих и о безопасности своей и окружающих едва ли задумываются. А это уже непоправимые последствия. Полицейские установили, что пострадавшие дети арендовали электросамокаты. Защитной экипировки на них не было. Мы посетили несколько пунктов проката, и только в одном выдавали защитные шлемы и наколенники. Но во всех пунктах проката проводились инструктажи. В вечернее время 21 июня в медицинские учреждения Кызыла с травмами различной степени тяжести поступили 3 несовершеннолетних. Все они пострадали, катаясь на арендованных в пункте проката электрических самокатах. Так, 14-летний подросток, управляя двухколесным средством передвижения, на большой скорости наехал на велосипедиста. В результате падения он получил черепно-мозговую травму. Во втором случае 17-летняя девушка со своей 7-летней сестрой катались на одном электросамокате. Во время остановки не сработала тормозная система, и на полном ходу девочки упали на асфальт. В травматическом пункте пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие или отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время по материалу проверки назначены судебно-медицинские исследования для определения тяжести вреда здоровью несовершеннолетних детей. И по результатам данных заключений будет принято процессуальное решение. Для взрослых самокаты – новый вид транспорта, а для подростков – обычное развлечение, причем совсем небезопасное. Но многие юные самокатчики пренебрегают средствами защиты. Отсюда и характер травм. Сейчас только в республике ежедневно десятки человек берут самокаты в аренду. Тем более сделать это очень просто. По данным фактам, сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника и арендодателя электросамокатов по соблюдению техники безопасности при сдаче в прокат в использовании двухколесных и скоростных средств передвижения. Вот только по закону, кто передвигается на так называемом малом электротранспорте, не руководствуются правилами дорожного движения для водителя. Ведь они не водители, а пешеходы. К пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства передвижения. Но последние модели самокатов позволяют катающимся на них пешеходам разгоняться до 80 км в час. В Министерстве транспорта готовят поправки в правила дорожного движения. Езду на электросамокатах по пешеходным зонам предлагают запретить
скоростные самокаты приравнять к мопедам, для управления которыми потребуется водительское удостоверение и регистрация. Граждане, использующие роликовые коньки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил. Кататься на данных устройствах необходимо в защитной экипировке, то есть в шлеме, налокотниках и наколенниках. Это необходимо для безопасности как взрослого, так и ребенка при возможном падении. Передвигаться на подобных электрических средствах необходимо в местах для движения пешеходов, а именно по пешеходным дорожкам и тротуарам, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно, сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Также запрещается при движении на гироскутерах, сегвеях, моноколесах пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках, кататься по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта. Как вы относитесь к электросамокатам? К электросамокатам я отношусь негативно, так как они могут в любой момент врезаться в любого человека. У них же нет прав, все такое. Также у них нет разрешения, так всякое. Вот, нет специальной дорожки для них. В любой момент могут врезаться в человека. С разных сторон. С одной стороны положительно, а с другой отрицательно. С положительной стороны, так как это что-то новое для молодежи, интересное. А с другой стороны, что-то очень опасно. Травма опасна, и едут, не смотрят. Я к ним нейтрально отношусь, к этим самокатам. Есть и ладно. Катаются людям, приносят удовольствие, и это самое главное. А как же безопасность на дорогах? За это тоже надо вручаться родителям, чтобы ездили в защитном комплекте. Убедительная просьба к родителям: приобретая для своего ребенка подобное средство передвижения, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге и позаботьтесь о необходимости защитной экипировки. Инна Клаян, Чайхан-Дангак, Кузел Сарыксырен, Тува 24. Из-за растущих темпов распространения коронавирусной инфекции в МФЦ Кызыла временно изменен порядок приема граждан. Теперь попасть на прием к специалисту можно будет только по предварительной записи. Подробнее Даян Дансюрюн. МФЦ ежедневно посещают порядка 300 человек в день. В обычное время это была бы похвальная статистика. Времена, однако, ковидные. Увеличение показателей заболеваемостью коронавирусом требует ответных мер от организаций, работающих с населением. В связи с увеличением заболеваемости в республике, в соответствии с поручением главы, мы вводим ограничительные меры по приему граждан в офисах МФЦ республики. В том числе с завтрашнего дня, после принятия указа главы, прием граждан будет осуществляться только по предварительной записи. Согласно новым условиям, людям по записи следует приходить за 10 минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередей. Запускать будут только тех, кто подал заявку. Всех без исключения сопровождающих не пустят, в том числе и детей. Кроме антиковидного аспекта, данное решение очень кстати пришлось на эти жаркие дни. Стоять под палящим солнцем или в тени, где не менее душно, чем в помещениях, задача не из легких. Данная мера касается всех отделений МФЦ по республике Тыва, а не только косвенно касается режима работы пункта вакцинации в головном офисе МФЦ, который работает штатно. С незначительными различиями режим функционирования отделений МФЦ в Кажунах будет отличаться. Даян Дансюрюн, Владимир Сюртук, Тува 24. 6 июля отмечается день рождения Далай-ламы XIV. Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык в своем микроблоге поделился мыслями о важных человеческих качествах, сострадании и стремлении к свершению добрых дел. 6 июля для буддистов во всем мире день особенный. Мы почитаем его не только как день рождения нашего духовного лидера Далай-ламы XIV, но и как день воплощения Будды сострадания, принявшего человеческое обличие, чтобы наставлять нас, даровать нам свои учения и делиться своей мудростью. Буддисты в этот день хурет читают молитвы о долголетии Далай-ламы, обращаются к нему с самыми наилучшими пожеланиями и совершают добрые дела. У меня на этом все. Всего вам хорошего. До встречи.